19 ноября в 17 часов по московскому времени в студии НТРК «Магаз» состоится прямая линия с главой Республики Ингушетия Махмудом Али Калиматовым. Руководитель субъекта расскажет о достижениях региона, а также поделится планами на будущее и ответит на актуальные вопросы жителей. Трансляцию прямого эфира можно будет посмотреть на официальном сайте Рутюб НТРК «Магаз», на официальной странице главы Ингушетии в социальной сети ВКонтакте и на аккаунте регионального ЦУРа ВКонтакте. В ходе прямого эфира будут доступны специальные номера телефонов, на которые будут принимать звонки во время прямой линии. Жители Ингушетии и других регионов, желающие задать вопросы Махмуду Али Калиматову, могут направить их заранее текстовым сообщением или в формате видеообращения в мессенджеры WhatsApp и Telegram по номеру 8 928 098 23 33. Главе Ингушетии Махмуду Али Калиматову вручили орден Александра Невского. В своем телеграм-канале руководитель субъекта отметил, что это большая честь, оказанная президентом России Владимиром Путиным. Считаю, что эта награда принадлежит не только мне, но и всем тем, кто в течение 5 лет работал над решением поставленных президентом России задач по развитию Республики Ингушетия. Искренне благодарен и признателен Владимиру Путину за постоянную поддержку и помощь, которую глава государства оказывал и продолжает оказывать нашей республике, сказал Калиматов. Сегодня в России День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Традиционно во всех регионах страны проходят торжественные и памятные мероприятия. Сотрудники полиции вспоминают погибших товарищей и склоняют головы перед их памятью. В Ингушетии помнят, какие тяжелые времена переживала наша республика в 2000-х. За последние 20 лет в Ингушетии жертвами бандитов стали свыше 400 работников правоохранительных органов. Они до конца остались верны присяге. Об их мужестве и силе духа напоминают потомкам, а именно героев выгравированы на памятных стелах, плитах, открыта аллея памяти в Насыркорте. От полученных травм в результате пожара в частном доме по улице Дзагиева в сельском поселении Инарки погиб второй ребенок. Ранее сообщалось, что пожар унес жизнь 3-летнего ребенка. Мать и второй ребенок были госпитализированы в Малгобекскую центральную районную больницу. Врачи оценили их состояние как крайне тяжелое. Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса России «Причинение смерти по неосторожности». По поручению главы региона на место происшествия выехал первый зампред правительства Магомед Евлоев. Вице-премьер выразил соболезнования семье и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Заверил, что глава региона взял на личный контроль вопрос оказания помощи семье. В Сунже в скором времени появится новая зона отдыха – сквер по улице Розы Люксембург. Территория была выбрана с учетом пожеланий граждан в ходе проведения голосования в рамках формирования комфортной городской среды в 2023 году. В настоящее время подрядная организация приступила к расчистке территории от растительности и надземных коммуникаций, которые в дальнейшем будут заземлены. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ограничить количество иностранцев, имеющих право на регистрацию по месту жительства, не больше одного человека на 6 квадратных метров жилой площади помещения. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в случае принятия данного проекта число иностранных граждан, которые могут встать на учет или регистрацию в конкретной квартире, будет зависеть от площади жилого помещения, что с одной стороны сможет предотвратить злоупотребление правом собственниками жилых помещений, а с другой стороны обеспечит гарантии жилищных прав иностранцев.